Здравствуйте, друзья! Сегодня я должен был идти на речку, проверять палки на налима. Они и так 3 дня не проверенные, так как ездил на лесную речку, на рыбалку. Но получился вот такой форс-мажор. Теперь я не то что сегодня не смогу уехать на речку. Дней 5 это точно придется сидеть дома и никуда не дергаться. Просто у меня вчера ночью очень сильно разболелась вся челюсть, пошло воспаление. Сегодня ходил в зубной. Сделали разрез, разрезали десну, поставили там какую-то резину, выписали вон антибиотики, сказали, чтобы я не простужался, чтобы я не нагревался, ни баня, ни ванна, ни душ, короче, сидеть дома и не дергаться. Так что сейчас будем монтировать нашу поездку на лесную речку и ждать, когда пройдет воспаление. Ну а налимы, что стукнет, так стукнет, что теперь делать, если получилось такое дело. Так что смотрим наши приключения на лесной речке. Ну поздоровайся, что ли, привет! Держит камеру, что? Привет, друзья! Мы с Саньком едем на рыбалочку в лес на 3 дня. Так что впереди нас ожидает только счастье. Счастье лесной жизни, счастье рыбалки. Заправляемся, кормим нашего железного коня. Что у нас с ценами на бензин? 41,49 на декабрь 2018 года. Какое сегодня число? 14? 14 декабря. Сегодня, почему 14? Сегодня 15? 15 уже? Да. 14, наверное, нет? Сегодня 14, завтра 15. Да. 14. Вон, упаковали наш ураган в тележечку. Корыто в корыте. Запаска. Она же и не дает гулять урагану. Вот такие вот резиночки, чтобы руль не гулял. Все чики-пуки. Сейчас мы заправляемся. И айда вперед в тайгу на 3 дня. Всем пока. Пока говорю, уже пока. Уже пока, да? Не, короче, включаемся только, наверное, на реке. Ну, не знаю, если будет светло, то включимся. Да нет, там что темно. Темно будет. Ну, посмотрим. Короче, поехали. Ну, вот мы и на реченьке. Здравствуй, реченька, река. Ты течешь издалека. Мы, наконец-то, опять после долгого перерыва приехали с разведкой на новое место. Ну как на новое? На старое место, конечно. Просто полгода с прошлогоднего сезона нас здесь не было. И вот оно счастье. Мы опять на реке. И это дело, конечно, надо отметить. Это событие года. Можно сказать, первый лед. Декабрьский первый лед. У нас налито 3 стопочки рыбацкого напитка. Одну Саньке, одну мне. Ну одну. Догадайтесь кому. Догадайтесь кому. Напишите в комментариях. Ладно, не будем мучить догадками. Это речки. Это реченьки реке. Вот, подними, Сань. Вот, за речку тоже подержи. Чок-чок. Ну, с открытием сезона, зимнего сезона на лесной реке. Ура, ура, ура! Теплые. Компота не Вкусный рыбацкий напиток. речки. И вот сколько сами, столько и реченьки. Угу. Так, ну что, пусть рыбка пока на нашей речке вкушает наш рыбацкий напиток. Пока выключаемся, сделаем включение, когда пойдут поклевки. Надеемся, они будут. Ну а мы сейчас после долгой дороги перекусим. Немножечко так нутро свое согреем. И будем рыбачить. Надеюсь, не украдет.
Удочки стоят ровно, обурили где-то здесь лунок 10. Пока не клюет. Стоят мормышки, стоит червяк. Поклевок нет. Ну а мы завтракаем. Приятного аппетита, Александр. Ага. Будем кушать. Блин, как без штатива-то, а? Вот так, что ли, кушать будем? Ням-ням-ням-ням. Ладно. А мы сейчас Кушай. штатив, слышишь, штатив из жердей сколотим. Кушать будем тихоря, вы этого не увидите. У Саньки была поклевка. Пока мы кушаем, Хариус тоже решил перекусить. Нормально клевало или тюкало? Тюкало. Опарыш, да? Ну-ка, давай, Сань, сделай первое. Отпускай. Тюкало. Вот и тюкал. Тюкалка. Тихо, тихо, тихо. Скажи ему, чтобы это, короче, нормально наливают. Что делаешь? Первый жиганец. За это надо выпить. Какой запах. Вкусный, дай понюхать. Вкусно, да? Обалденно. Так, там у меня червяк. Здесь опарыш. Санька уже обрыбился. Вот он тюкал, если бы, блядь, покупнее был бы, он сразу хапнул бы. Ну да, если... Значит, берет. Мелочь она всегда Погодка сегодня у нас минус 9 час. Но пока ехали, местами было минус 11. Так что будем смотреть. Комфортно, ветра пока нет. Ну, одну рыбу уже поймали. Пока завтракаем. У меня клюет какая-то мелочь. О, ёрш! А? Я червя насадил, мне ёрш попал. Я думаю, кто-то тюкает. Блин, на живца бы, да? Ага, мы в такую даль только за ершами еще не ездили. Вот так вот, пока мы тут ловим ершей, понимаешь ли. Санька тут вон уже вот одного вытащил. Хорюска. Вон второго уже. Смотри, что делает, а? У меня пока один ёрш, а у него уже два жигана. достойных. Нормально такие, да? Да. Хороший. Молодец, однако. Вот такие вот наши красавцы. Наши европейские хариусы с короткими плавниками. Коротко постриженные, аккуратно. Не такие волосатые, как в Сибири. Не такие лопаты. Но у них плавник такой ощутительно жопы. Да, да. У нас маленький. Ну что, Ничего. пошли догонять Саньку. Так мы быстро проиграем. У нас пока один ёрш. У нас пока не клюет. Вода упала, вон как река встала по большой воде. Вон. Потом все это рухнуло, упало. Первый лед здесь был невозможен, рыбалка по первому льду. Он везде, лед просто висел. Теперь он везде упал. И стало нормально, более-менее. Так, у меня на червя была поклевка. Скорее всего уже... Ну нет. Блесенка с червячком. Кто-то поклевывал. Смотрим.
Но это по-любому не крупный. Был бы крупный, он уже даванул бы уже, наверное, как полагается. Это, скорее всего, мелочь пузатая. Смотри, стоячего берет, а начинаешь шевелить, играть, не хочет. О, видишь, видишь, опа, 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 вот, о. Все-таки я его обманул. На червя и на стоячку. Не сильно крупный, но пойдет. А? Мелкого, да, этот что? Сколько он? 20 сантиметров есть? Сантиметра 22 где-то. Вот и мой первый хариус сегодня. Саньку мне, конечно, уже не догнать. У него 3 штуки. 3-1, Сань. Нормально. Все-таки одного я сегодня выцегонил. Сколько мы, часа 2 уже рыбачим, да? Клюет слабо. Лунок 50-то, наверное, сделали уже. Опа. Вот, друзья. Не успел нажать на кнопку. Вот такого красавца выудил. Вот он, драгоценный хариус. Вот такой вот красивый хариус. Клюнул вот на такой глубине, буквально. Вон, тут лед. Меньше метра воды. Так, тюк, потом тюк, и все-таки я его взял, Саня. Я хоть поменьше, это второй сегодняшний мой хариус. Но зато он уже красавец. Вот такой вот красивый хариус. Запах просто изумительный. Взял на золото 585 пробы. Я просто счастлив. Покажи мормышку. Мормышечка вон. Так там и написано. Вон. Тут 585. Видите, нет? Там не видно. Не видно, да? На руку положи, я просто покажи. Вот так вот. Ой. Как-то вот так. Вот такая вот мормышечка. Ну что, подожди, может там еще второй есть? Главное, только что тут прошелся. Ну. И как чувствовал, я говорю, дай-ка еще пройдусь. Вот именно остановился возле этой лунки. И тут удар, бам! Я еще пытался включить это. Тут течение получается, видишь? Угу. Даже и такой глубины-то нет, видишь, оно получается там глубже было. Может второй? Он сначала качнул, я думал, что показалось, что ли. Пыу! Туда, блин. Не сразу ударил, а как бы сначала толкнул, а потом ударил. Здесь есть, тут я как бы немного, ну, попадают крупненькие на этом месте. Главное, прошлись, вот сколько, лунок 10, наверное. Там вообще мелко уже. Здесь тоже не глубоко, вон. Меньше метра глубина. А видишь, стоит здесь. Приятно, да, в глухозиме вытащить такого. Не клюет целый день, а потом бац. Бац и в точку. Бац-бац и вторая смена. Успел, главное сначала клюнуло. Я включаю камеру, блин, сразу не включилась, не успел немножко. Ах. Второй красавец. Ай. В твоей, Сань, лунке поймал. Главное, шевелил, остановился, он клюнул. Получается настоящего. Ну-ка, повторение будет, нет? Второго красивого уже, да, сегодня? По счету я тебя догнал уже. А, нет, у тебя 4.
3. Это у меня 3. Он что, получается, подошел откуда-то, что ли? Ну, такой сумерки, наверное, камера уже не будет. Это нет, та-то еще увидит, а это вообще... Потом-то включим, посмотрим. Главное, дернул, я включаю, она пока включилась туда-сюда, блин, уже смотрю, все, поклевка пошла уже. Там уже не до камеры было. Ну что, друзья, вот и подошел к концу наш первый день нашей рыбалки трехдневной. Вот сегодняшний улов. Два вот таких красавца, вполне достойных. Ну и 5 штук, немного поменьше, вот таких вот. Мы сейчас обязательно попробуем, да, Сань, попробуем свежатинку? Да. Обязательно сделаем сейчас малосолочку. Вот эти, наверное, быстрее засолятся. Почистим, посолим. И вечером на ужин мы обязательно попробуем этой вкусняшки. Вкуснее, я вам говорю. Не пробовал я еще ничего. Чтобы свежепойманную рыбу, малосолочку, под рыбацкий напиток, это здорово. Вот так вот. Ну а пока мы готовимся к ужину, топим избу, ужинаем, отдыхаем. И завтра в бой по новой. Надеемся, что рыбалка будет интереснее, удачливее. Ну как без этого, без надежды. Жалко, что день короткий. Зима. Скоро 22 декабря самый короткий день будет. Ну ничего страшного. Так что встречаемся уже в избе, за столом. Что делаем? Рыбу солим. А так еще туда снегу положишь, когда реакция еще сильнее с солью получается. Вообще классно. Надо было. Это когда мороженое, наверное. Да не, когда даже ловишь. Соль снегом, раз, она реакция, быстрее соль пропитывает. Что, малосолочка наша готова? Нет? Так, минут 15 все прошло? Ну, конечно. Минут 20, наверное, даже прошло. Пока ты штатив делал. Штатив супер, конечно. Надо будет потом показать. Вроде на яйца остужало, а фигово чистится тоже. Друзья, вы не поверите, какая это все-таки вкуснятина. Это свежепросольная рыбка, которая буквально пару часов назад еще плавала. Подсоленная. Супер. Так вот, сюда. Хлебушек сюда. Что все-таки сварил? Что, яйца? Угу. Я же тебе говорю, 6 яиц взял. Так. Ну что, за рыбалочку? Да. За нее родимую. Мы все-таки поймали сегодня. Будем сделать тише, наверное, а то у меня в натуре опять скажут нарушение авторских прав. Видео не пропускают, да? Нет, пропустят, потом просто нарушение авторских прав и все. У меня это весной, в принципе, ничего не сказали, видать, так стало бы. Она упругая еще, хрустит так. Огурцы в магазине и то мягче, наверное. Обалденно, друзья. Мне кажется, самая вкусная рыба это карис. Сига отдыхает. Все, он тут рядом не стояла. Особенно магазинская. Вот, мне кажется, даже вкуснее так, чем жареная.
Жаль, но сухой получается. Надо тоже сказать. Там-то сидели на озере в избе, когда я слова-то выключил, включил музыку. О чем говорят? Руками машут. Спасибо хозяевам за вот такую избушечку. Тепло, хорошо, уютно. Да. Если бы не она опять там в этой Старый, старой на коленях стояли бы там, блин, в холодрыге. да там уже опасно уже последнее время было. Ну, там уже угол вообще обвалился. Ну что, я хочу поднять бокал за вот такие прекрасные моменты, которые бывают очень редко. Рыбалка на налима — это, если честно сказать, это меньше рыбалка, больше работа. Это очень большой труд. Приходишь, с ног валишься, еще надо сидеть, монтировать туда-сюда. В итоге каждодневный недосып. А здесь мы сегодня отостимся. Ночи длинные, дни короткие. Мы хотели подождать до весны. Обычно мы ловим хариуса по весне, но как бы дома усидеть. Лучше избушечки. Так что выпьем за отличный Отдых. отличный отдых, да. Это вот действительно рыбалка, это отдых, а не работа. Пусть бывает, и пройдешь километры, и набуришь. Сегодня мы лунок 200 как минимум набурили. Это минимум. Но все равно это здорово, это прекрасно. Я рад, когда удается побывать в лесу, в избушечке, на рыбалочке. Это здорово просто. За вас, друзья. Ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах, а себе пожелаем ни хвоста, ни чешуи на наших водоемах. Будешь мучиться, два кольца надеть не получится. Тем более по такую закусочку. Чай крепкий. Это очень вкусно. Ну и на этой прекрасной ноте я хочу с вами, друзья, попрощаться. До завтра. Завтра будет включение, так как Powerbank, конечно, есть. Камеру я подзаряжу немножко. Будем снимать, стараться снимать только самые интересные моменты, моменты поклевок. Ну, то, что успеем. А пока, до свидания, друзья. До свидания, друзья. Дай Бог вам всех таких вот моментов. Да. Канал Коми Рыбак. Подписываемся. И мы с вами еще не раз порыбачим.